Здравствуйте, в эфире УФАС-версия. В 2017 году поддерживать в Чувашии чистоту стало сложнее. Тариф на вывоз мусора вырос более чем в 2 раза. Чем руководствовались перевозчики, насколько обоснован такой скачок цен? Антимонопольная служба решила разобраться в этом вопросе. Если раньше за вывоз кубометра ТБО нужно было платить 200 рублей, то сегодня 500. В обществе с ограниченной ответственностью спецавтохозяйства поясняют, это необходимая мера, меньшая цена приведет компанию к банкротству. Правда, в госслужбе по тарифам так не считают. Там уверены, что при плате 350 рублей за кубометр перевозчик сможет неплохо себя чувствовать. Дело в том, что в тарифы включены необоснованные расходы, полагают специалисты. Были включены расходы на выполнение, на выплаты, премии, спонсорские помощи, которые в принципе должны осуществляться за счет предпринимательской прибыли. Перевозчик с доводами госслужбы по тарифам не согласен и рассказывает, заявок на вывоз мусора стало меньше, а его утилизация подорожала. У нас очень много обращений от управляющих компаний, где уменьшено количество контейнеров. То есть объем вывозимого мусора, объем выставляемых услуг у нас значительно уменьшается. При этом мусор трамбуется в этих контейнерах, что сказывается на стоимости утилизации. Заявок на вывоз ТБО стало меньше потому, что выросли цены, гнут свою линию специалисты госслужбы по тарифам. Управляющие компании встали перед выбором – трамбовать мусор и сокращать количество контейнеров или повышать плату за содержание жилья. Выбрали первое. Между тем перевозчики настаивают, повышение необходимо было еще и для развития. У общества с ограниченной ответственностью спецавтохозяйства в собственности всего 1 мусоровоз. Остальные приходится брать в аренду. Чтобы ситуацию изменить, нужны средства. Сотрудники антимонопольной службы выслушали обе стороны. Следующее заседание по делу назначено на 21 июня. Кстати, это не первое слушание по повышению тарифов на вывоз ТБО. Аналогичное дело было возбуждено в отношении акционерного общества с аналогичным названием спецавтохозяйства. В ходе заседания были заслушаны доводы участников процесса. В частности, заявители считают, что АО «Спецавтохозяйство» необоснованно повышены цены на услуги по сбору и вывозу ТКО с 250 до 500 рублей, и часть затрат, обосновывающих данную стоимость услуг, является завышенной. Управлением в ходе рассмотрения дела были изучены представленные документы, однако в связи с необходимостью получения дополнительных информации и доказательств рассмотрение дела было отложено на 14 июня. Сразу 15 нарушений антимонопольного законодательства было выявлено в Козловском районе. Сотрудники Чувашского УФАС провели плановую проверку местной администрации, и вот что выяснили. Так в районе не уделяют должного внимания рынку пассажирских перевозок. Например, нет документа, утверждающего тарифы. Получается, что водители могут менять цены на билеты так, как им заблагорассудится. Также в районе не проработан порядок проведения торгов на право установки и использования рекламных конструкций. Их участники не знают, по каким критериям будет отбирать победителей комиссия, не понимают, каким образом можно будет оспорить сомнительное решение. Кроме этого, выявили, что некоторые правила по предоставлению муниципальной земли не соответствуют федеральным законам. По выданным предупреждениям администрации необходимо разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие порядки проведения торгов на рекламные конструкции, а также привести административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Земельным кодексом. Время от времени подобным проверкам подвергается каждый район республики, рассказывают в УФАС. Так, в августе разбору планируют подвергнуть деятельность урмарских чиновников. Сеть аптек «Фармацея» объявила конкурс на поставку шприцов, но есть одно «но». Требования к закупаемым медицинским инструментам не соответствуют необходимым стандартам. Ненадлежащим образом устанавливались требования к длине, к диаметру игл, по сопротивлению к давлению в шприцах. То есть то, что было связано с физическими величинами, с показателями, которые устанавливают в документации, какие должны быть поставлены эти расходные материалы, они не соответствовали государственным стандартам. Кстати, это не единственное нарушение, которое допустила компания при проведении конкурсов. Документация была составлена таким образом, что часть потенциальных участников торгов полностью отсекалась. Там указывалось, что шприцы требуются к системе Профузор, а это иностранная система, и в инструкции к ее описанию указывается, что она может работать с шприцами ряда иностранных производителей. И таким образом отечественные производители не могут участвовать уже в этой закупке. Сети аптек выдано предписание аннулировать аукцион и впоследствии формулировать заказы таким образом, чтобы в них могли участвовать отечественные производители.
Предоставляешь самый быстрый интернет? Докажи. В чувашском УФАС пришли к выводу, что компания МТС нарушила антимонопольное законодательство в рекламе своих услуг. Этот рекламный баннер висел в одном из торговых центров города 3 месяца. Громкие слова о лидерстве компании смутили чебоксарцев. Они обратились в УФАС, чтобы выяснить, насколько такая реклама объективна. Информация, содержащаяся в рекламе, должна отвечать критериям достоверности, в том числе в целях формирования у потребителя верного и истинного представления о товаре. Рассматриваемая реклама, ввиду отсутствия объективных и действительных сведений, подтверждающих преимущества рекламируемой услуги ПАО МТС перед аналогичными услугами, которые предоставляются другими сотовыми операторами, является недостоверной. Решение антимонопольной службы сотовый оператор решил оспорить в арбитражном суде. Ознакомившись с материалами дела, суд признал решение УФАС законным. На этом у меня все. До встречи. До свидания.